Гнаю день, який дав нам Пан, зрадуємся, Ісус тешимся в нім, Гнаю день, який дав нам Пан, зрадуємся, Ісус тешимся в нім. Гетаюсь день, який дав нам Пан. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. І з духом твоїм. Pan moc swojego naroda zwał Arona pomazanika swojego, zwał naród Twój, Panie, błogosławi spадщину Твою и кируй ей вечно. Подчас этой мши молюсь за парафиям. Для живых прошу Божьего благословения, потребных ласков, здоровья души и тела, навертания, доброго odpoczynku, a dla pomiarnych radości życia wiecznego u Włodarstwie Niebiesnym. Teraz prosimy za nasze grzechy, aby mogli z czystym sercem skłaść gotują najświętszą ofiarę. Spowiadamy się Bogu Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вершинях Богу. А на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владар небесный, Боже Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сядешь праворушайца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым, ухвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Всемогутный Боже, учени, как мы завсёды шановали и любили имя Твое святое, бо Ты николи не покидаешь без опеки Ты, как го отуляешь своей отцовской любовью, распала нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи и владарит в едности Духа Святого, Бог празднует все веки вечные. Аминь. Читание книги пророка Иеремии. Иеремия сказал: «Я чул поголоски многих, страх навокал. Выкрийте, и мы выкрием его. Усе, что были в узгоде со мною, шагают спасением. Може,
удастся, яны кажуць, падмануць яго, тады пераможам яго і адпомсцім яму. Але пан са мною, як магутны волат, таму ганіцелі мае спатыкнуцца і скарацца, пасаромяцца сваім падзеннем, і будзе ім вечная і непазбыўная ганьба. Пане магуцяў, які выпрабоўваеш праведніка, ты глядзіш на задумы і сэрца. Прашу, каб я ўбачыў твою помсту над імі, бо я адкрыў табе сваю справу. Спявайце пану, праслаўляйце пана, бо пан уратаваў жыццё беднага ад рукі злачынца. Гэта Слова Божае. Дзякуем Пану Богу. Пачуй мяне, Пане, у сваёй милосердности. 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 Дзеля Цябе цярплю сняву, ганьба твар мой покрыла. Я стал чужим для братов моих, чужинцем для сынов моей мати. Борухливость об доме Твоим з'ядає мяне. І зняваги тих, хто Тебе зневажає, упали на мяне. Пачуй Мяне, Пане, своей милосердности. Я узношу до Тебе мою молитву, Пане, в час ласкавости мужа. Пачуй мяне в великой своей милосердности, у правде Твоего збавлення. Пачуй мяне, Пане, во шодрая милость Твоя. Глянь на мяне поводле великой добрыни свою. Пачуй мяне, Пане, своей милосердности. Уважить убогим тешится, еже есть сердце тых, кто шукает Бога. Бо Пан слухає бедных и не погорчає вязнями своими. Нехай славить Его земля и небесы, море все, что рухается в них. Пачуй мяне, Пане, своей милосердности. Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Браты, як праз одного человека грех увайшов у свет, и праз грех смерть, так и смерть перейшла на всех людей, бо все зграшили. Бо и перед законом грех был у свете, але грех не залічвається, коли нема закону. Однак смерть володара от Адама аж до Моисея, навод над тими, хто не сограшив подобно злочинству Адама, який есть прообразом будущего. Але з даром ласки не так, як со злочинством. Бо коли про злочинство одного померли многие, то, дякуючи ласці одного чоловіка, Єсуса Христа, нашмат больше ласки Божией и дару сышло щедро на многих. Это Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Дух правды будет свідчить про мене, каже Пан, але і ви так само будете свідчить. Аллилуйя,
Євангелія Матвія. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус сказав своїм апостолам: «Не бойтеся людей, бо нема нічого схованого, що б не відкрилося, і нічого потаємного, що б не стало відомим. Що кажу вам у темрі, говорите на світлі, що на вуха чуєте, проповідайте на дахах. Не бойтеся тих, хто забиває тіло, души ж не можуть забити, а бойтеся більше того, хто може душу і тіло загубити у генні. Ті ж не два вераб'ї продають за аса, і ні один з них не упаде на землю без волі Отця вашого. У вас же і волоси на голові полічені. Тому не бойтесь, вартые ви більш за многих вераб'їв. Так, кожного, хто визнає мене перед людьми, і я признаю перед Отцом моїм, який в небесах. А хто одречеться від мене перед людьми, от того і я одрекуся перед Отцом моїм, який у небесах. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Брати і сестри, перше читання, яке ми сьогодні почули, нам говорить про пророка Єремію. Пророк Єремій не хотів бути докладно, можна сказати, пророчить. Чому? Бо шмат разів його і б'ють, і катують, ненавидять, у бочку кладуть, у море кидають. І він переживає, що вже даровало це пророчество таке. Пророкую, а ніхто мене не вважає. Чому? Бо говорю правду, коли правду говорю. Это правда. Мы нам не подобається, ми хотіли бачити стоя, що нам би допасувалося до життя. Коли хтось сказав, що ми неправильно життя ведемо, ну нам уже этот человек не выгодный. Мы уже хотели бы его здесь позбыться. И пишет чему пророк Єремій, дякуючи чому переходить в эти все тяжкости. Одно вельми важное здание, яке ви сьогодні почули. Чому? Бо Пан могутел есть повод со мною. Завсёды. Пан могутел есть повод со мною. Как не было его, то Еремия уже не прожил. Уже не хотелось его, не пророк сказал, забейте мне и все, и хватит. Уже не буду пророчить. Але однако, поскольку ведал, что Бог есть повод им, мимо того, что все отступили, нарекаете Путина. Я чую голос многих, страх на вокруг. Вы нарекаете и хочете меня выкинуть. Так мы сегодня прочитали. Почему? Бо не хочет жить в згоде с Богом, в згоде с тем, что я говорю. И тому ненавидите меня. Докладно это слово. И тому, чему я моцный, але Пан со мною, як могутный волок, тому гонители мои спотыкаются и утекают, и падают. Это вельми важная новость сегодня для нас. Поведомление такое, з якого маємо скористатися. И теперь, как только можем у таких способ зазирнуть, когда мы видим, что Бог есть завжди с Бога с нами, навіть коли человека вернувся, все вернувся от нас, а Бог есть завжди с нами, можем зазирнуть на читание. Чому? Бо тоді чоловік повинен почувствовать слово, яке Ісус Христос каже апостолам. Не бойтеся, не бойтеся. Сегодня наиважнейшее оружие сатаны – это как человека застрашить. Как он боялся что-нибудь завести, как он боялся сменить свое життя, как он поменяю життя, страчу сябров, поменяю життя, страчу, може, пустить працю добрую, поменяю життя, ніхто за мною буде розмовляти, остануся сам. И все, мы боимся этого. Этого я. Мы здесь не умеем себе доценить. Не умеем доценить. До певного мудреца, старшего детка, пришел молодой человек. И нарекая, говорит, на свое життя, в моем житті все вельми темно. Ніхто мене не слухає, ніхто за мною не хоче розмовляти, ніхто мене не доценяє. Не знаю, я б хотів забрати своє життя. Ну що надо його жити? Старый мудрец поглядел на его, говорит, это что? Принес камень с сундука, возьми этот камень. И пойди на рынок. Коли кто подойдет до тебя, покажи два пальца. Взял этот хлопец камень, пошел на рынок, проходила бабуля. Затрималась, показал два пальца. Бабуля поглядела на него. Да, прихожий камень. За $2 я его набуду. Небеский, кольоровый, пригожий камень поставлю в огороде, обсажу кветками, будет пригоже презентоваться.
забрал младенец камень, вернулся до мудреца, мудрец говорит, а теперь пойди до банкира, той, кто выцарить кошт этого камня. И сколько тебе дадут? Але так само говорит, ты же до банкира, ничего не говори, покажи только 2 пальца. Пришел до банкира, поставил этот камень, банкир поглядел, показал младенец 2 пальца. А, добре, дам за этот камень $2000. Прихожий, ценний, я вот трошки подшлифую и на им зароблю еще трошки больше. Где ты взял этот камень? Питаю. Младенец ничего не сказал, взял камень под руку, вернулся до мудреца. Мудрец говорит, а теперь пойди с этим камнем в музей и покажи человеку, который занимается старыми речами, якимись находками, забытками. И так само, как придешь, покажи палец. Ушел младенец до этого камня, до этого человека, который ценное развлекание показал, на его пригожий камень, заправды забытковый, старый, слоистый, пригожий, кольоровый, а говорит, показал хлопец 2 пальца, говорит, ну добре, дам тебе за этот камень $200 000. Ты говоришь, ты его взял? Хлопец взял камень и вернулся до мудреца. Не, ну это заканчивается трудность. Выходит, это я не нужно. Потому что вот это камень это наше житье. За сколько я себя продаю? В каким месяце я продаю свое житье? Могу то, что мне запропоную якоїсь невістку свет, могу продать свое житье. Могу продать свое житье за что-то остальнейшее. Але мое житье, оно мне не подаровано, как я его продал в свете с ужасным. Оно мне подаровано, как я его продал для життя вечного. І ось це сенс. Тому Ісус Христос сьогодні звертається до апостолів. Не бойся, коли 2 воробьи продают за аса. Сколько бы этих воробей коштовало? Коли за днем человек працевал, за целый день ему за працу отдавали 16 асов, значит, один воробей коштовал 20 хвилин працы. Коли пан Бог за эти 20 хвилин працы трожится об этом воробье, и только тихо, и больше ничего не робит, давайте ласка. И он для пана Бога важнейший. Бог говорит, там гляди, насколько ты важнейший для Бога. Вот для меня эта птушка, она ничего не варта, а ты цены нанимаешь, один ас, что ты такое знаешь? Ничего не знает. И говорит, ты поглядишь, что пан Бог мает поличенные волосы на твою голову. Полечить волосы на свою голову. Может, там за дверями лысый стоит, скажет, я маю 0 волос. Вот это дома, это 0 волос. А опять же, что пан Бог умеет полечить эти волосы, не знает, и он каждому волосу надал номер. И какой человек будет звиваться, знаешь, я говорю, самое главное. Чему? Вот для пана Бога надо волосы на нашей голове важны. Это наша важность, какая она есть. Як мы себе ценим, как Бог нас ценит, якусь драгоценность, такую на житье вечное, такую мы вартость себе, за что мы себе продаем. Вот это первое питание, какое нам требовалось. Вот кто, альбо что керует нашим сердцем. Такий фільм «Ставка більше, чим життя», пам'ятаєте. Старий, пригожий фільм, і там завжди цей главний актер, який приймав інформацію, та були такі, що коли йшов, говорить, пойду у штаб, бо там ко мне дадуть загадку, що мають. Телефон у штаб, і знову за штаб треба телефонувати, бо там дадуть мені загадку. За штаб. Я перед дітьом, друга прилетів, коли уже покажуть этот штаб, кто там надоедет я загадки этому человеку, як він має поступати. Мені інтересувало, де этот штаб буде. І ціле кіно можете проглядіти, ні разу не показали. Это штаб, не нашел, да. Но что это говорю, бо мы так само маем штаб, он заходится в сердце. Это, и коли там сидит дрянный человек, он задавать нам дрянные загады. Який способ мы маем поступать, в яким напрямку мы маем нести, як маем поступать, чим мы маем наполняться. А коли там сидит что-то доброе, тогда мы будем керовать добром. А вы покликаны просто на Бога, коли там сидит что-то дрянное, и мы это ведаем, маем выполнять добро, как это дрянное оттуда выкинуть. Бо не может быть места пустое в сердце. Не может быть. Коли хтось може викинув це зло, дякую пану Богу вдалося. Тоді треба залити себе добро. Треба керівника туди в наше серце керувати. А хто найліпше знає наше серце? Катехізм Костьола католического пише, серце есть помешкание моего я.
І нават сам чалавек не ведае, што мае ў сваім асабістым сэрцы. Не ведае. Што там скрытае? Толькі адзін Бог. Дакладна ведае і можа пакіраваць цябе, каб ты даведаўся і выцягнуў усе тыя якасці добрыя з сэрца, якія патрэбныя табе для жыцця. Гэта і ёсць, каго мы маем туди запрасіць у нашае сэрца. І чому ми приходимо у костюм і слухаємо, навіщо ми молимося? Такі молитви нам напише костюм, нічого не додають, але вони допомагають нам улічити наше серце волі Бога, волі зачерпнути Бога. Тому вельми важне наші молитви, наше витя на святої душі, наше, може, читання якоїсь літератури, прогляд добрих кіностужок, так само, які десь нас наповняють, дають нам більше надії, чим то, що десь нас чинить гнилыми. Мы можем сверху быть такими пригожими, супер, але внутри их разлома, что будем с гнилыми людьми. Навіть этой змеи, навіть эту прирожденную корочку, какая есть у яблоку, сами видите, проверила, а и не даст съесть. Она только пригожая была. А она уже для ничего не послужит, только ничего. Вон, это не дает. И мы покликали, как запросить туда кого самого Христа. А еще одна важная вещь, решение «Одиссея космичная» 2001 года, фильм science fiction, czyli фантастика. Фантастичний фільм розповідає про космонавтів, які полетіли на статку у космос. Але на цьому статку мали комп'ютер, вельми мудрий комп'ютер, якому видавали загады, і цей комп'ютер виконував. І в певному моменті, коли вже там некілька днів, тижнів були у космосі, цей комп'ютер видав їм загад, що одна із часток модуля статку записалася. Пошли все проверять, не нашли записку. Вернулись и говорят компьютер, все нормально, все працует. И он снова не выдает загад. Нет, это сам модуль, и он записался, идите поглядите. И снова идут туда космонавты, и снова разгадают эту участку модуля, устатки. Снова працует все. Вернулись к компьютеру, что ты от нас тут готовишь, все нормально працует. А тут за спину бац, и записался на устатку. Долго думали космонавты, что сталось. А оказалось, видите, что компьютер хотел быть мудрейшим и сам запсовал эту деталь. А в чем его мудрость проявлялась? Тем, что он наперед сказал, что она запсуется. Что мы такие мудрые? Для чего он это говорил? А для нашего життя. Може, жонка до мужика скаже, поглядишь, что мы наследимся. Вот за твоих батьков, что ли, так где наше життя, мы наследимся. Все нормально, все успокоится, проживет, все добро будет. Ну поглядишь, что разлетелся, ну поглядишь, что разлетелся. И там же все успокоилось, а народ будет все там довести. Семья разваливается, все распадается, она приходит до мужика и говорит, а бачишь, я ж говорила, что мы разлетелся, я ж права была, а ты дурак какие. И тут то же самое. Человечный компьютер, то же самое с этим фильмом. Мы так само, что-то развалилось, и мы уже там радуемся тому, что мы правы, а кто-то дурнейший мы это доказали. В какой способ? Развалились они полностью. Они доказали, что кто-то дурак. Нет, не в таком sensie, братья и сестры. Мы достигаем свое «я» и его боимся. Мужик попросил жену, оставляй машину на остановке напротив окна, как мы ее бачили, ценная, дорогая, когда мы ее не украли. Ну, жалко, что ты не дает ехать, там, за малое место было, можно было запарковаться, не опасно, ты там парковал здесь при дороге, не было разу машину украли, это поехали, придуманные такие. И приходит, жонка говорит, ну, нема машины, может быть. Да говори паркуй тут, если говоришь, что украли, все, видишь, украли машину, я поправил, что украдут, ну, не вчера. Человек понимает своего, что я что стиварный. Я знаю больше, чем кто-то другие, братья и сестры. Вот так это нам в нашем житии с вами бывает. Как мы так не имкнулись, это наше «я». И тому Иисус говорит Иисус, не бойтесь быть теми, кем вы есть. Не бойтесь быть теми. Не треба родиться якимось суперменом, как будь добрым. Не треба разваливать что-то, показать, что я прав. Нет, признай таким, что ты. И попробуй убачить у другим человеку то добро, которое есть. Мы так часто не умеем хвалить один одного. Чому говорить, хтось скаже, як я похвалю, то що? Все розвалиться. І хай буде якось, їх не треба хвалити. А то хтось скаже, я не хвалю, тому що я умнейший, я лучше, що
я ж не можу. Конечно, похвалить. Нет. А Христос говорит, похвалить другого человека. Чому? За тыя добрыя якасці, бо калі мы адзін аднаму убачым добрыя якасці і пахвалім нават за тыя, якія у нас яны штодзённыя, так другі чалавек набярэ яшчэ больш ахвоты на правіць гэта просьбу. І пакажа, што гэта сапраўды гэтыя справы, якія мы робім патрэбныя камусьці, і іх хтосьці заўважае. Каб мы адзін у адным стараліся больш убачыць гэтага, каб нашае я адкінуць дзеці на сторону. Каб мы не думалі, што чаму не надо, мяне не хваліць, бо я не думаю. Может, тому и мне не хватит. Тому треба стараться в один одним убачити, як хочеться брати. І на гэтым доброму будувати, де як я працював у дитдомі, я вже вам це колись розказував, і так само, я думаю, коли учусь у семінарі, так звана, моя наука була так само така педагогічна, як я був педагогом, наставником, і закончив саме наставником у школі. Ну, там завжди професор говорив, що пам'ятаєте, тут трошечки добра знайдіться у дитяті. І дом, не добре, будуйте його на я. Це правда працювало. Це правда. Бо коли приложиться нормально, і можеш ти ноги на школу вчиться, у школу ходити, потім в школу ходити, школу 3 рази на року в школі. Я потім звонили наставники, говорили, що це дитя було в школі тільки 3 рази на неділю, говорю, ура, я на курсі, чого сюди радуватися? Я говорю, 4 рази на год ходила роднее. А, ну, хорошо. Правда, говорю, что 3 раза пошел на третью школу. Это уже была сенсация. Просто, братья и сестры, как мы захотели, по-перше, ценить себе добро, забыли, что учить не продавать. По-другое, как мы памятали, кто в нашем сердце стоит, кто в нашем штабе, кто нам дает загадку. Мы можем читать, задаем питание, чему я так есть, чему я так роблю. Вот треба задуматься, что, чем я там наповню. Может, треба вичистити і туди посадити доброго керівника моєго серця. По-третє, ми не були наперед такі, але як ми вміли зауважити другого чоловіка і його доцінити, і як таке наше я не руйнувала наші відносини з другими людьми, а наоборот, будувала їх до життя вічного. Амінь. Вірю в одного Бога, Отця всего, Створителя неба и земли, усякувачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, святло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, праз якого усё сталося. И Он для нас, людей, и для нашего збавления, зышел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас при Понским Пилате, был замучений и похований, и на 3-й день воскрес, погодле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, и якого владарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца і Сина походить, якому разом з Зайцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков. Веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов и шагаю воскрешение померлых и життя вечного в будущем свете. Окромя наш, открыє наше серце Богу, який неспинно наповняє нас своїми ласками, і взнесем до Його супольные молитвы за Христовый костел, как Он нескромно обещал добрую новину об воскрешении своего укрыжованного Пана. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Христиану, які не приймають святих сакраментів, как они не отдалялись от Христа и здолели принять Его любовь, тебе просим. Выслухай нас, За Пане. тих, хто зараз знаходиться у відпочинку,
как яны аднавілі свае фізычныя і духоўныя сілы для выканання сваіх абавязкаў Цябе просім. Выслухай нас, Пане. За христианские семьи, как оживленные Божьей любовью, они жили в спокое и едности Тебе просим. Выслухай нас, За Пане. нас, участников этой святой мши, как мы научились дяковать за каждое отриманное добро и делиться им с іншим. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, а Ты любишь всех людей, выслухай наши молитвы и просьбы, и одари нас Твоим спокоем раз Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 224. Обратися до моих вошей, вашу, и вашу, обратися моим вкусом и правою, прославление, обратися моим сердцем и очисти. Хай Твой Дух Святий наполняє меня, нахранися на моих очей и уважу, нахранися моих вкусом и правою, прославление, нахранися моего сердца и очисти. Хай Твой Дух Святый наполняет меня. Молитесь, как молю, и вашу офяру принял Бог, Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Прими, просим Тебе, Пане, эту офяру хвалы и милостивления, и учеников очищенные Царю Яе, мы могли офировать Тебе щирую любовь наших сердцев, раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Укору сердцеві. Узносим мы до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Она века и справедлива. Справедливо, века и справедлива, сушна и избавленна, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый, Отче всемогутный, вечный Боже, раз Христа Пана нашего, Богом злитости до грешного человечества народился с Панны Марии, раз свою муку на крыже вызволил нас от вечной смерти, а про свое с мертвых восстание дал нам вечное житье. Тому с анgelами, архангелами и усими святыми мы обещаем Твою хвалу, разом зими воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святый и справедливо хвалить Тебе все Твое створение, образ Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, Отечной Мудрой Духа Святого, Ты все оживляешь и освежаешь,
i niezbędna zbierasz naród swój, a pod wschodu słońca i na zachadu składał imieni Twojemu czystую ofiarą. A był jedność z Jezusem Kościołem u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus u was prosty послав na apostolów Ducha Świętego, wraz Chrysta pokorna, molę Ciebie, Panie. A świeci z mądrzej Ducha Twojego wytyja dary, jakie my przynieśli Tobie na chwiarę, jak stali się jany cielem i krwią Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrysta, jaki nam nakazał zdійснять wielką tajemnicę. Bo On u tę noc, kiedy był wydadzony, wziął chleb i podziękował Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom kartki. Wierzycie i jeszcze z tego się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynom po wieczery wziął kielich i podziękował Tobie składający, błogosławił i podał swoim uczniom kartki. Wierzycie i pijcie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowiedzu, jaka ja za was i za mnogich ludzi prolita, dzieła odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. To wielka tajemnica wiery. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийścia в хвале. Panie, wspominając zwałczy Bogu Twojego Syna, tak samo jak cudowne woskreślenie i niepowszechnie i czekanie Twojego drugого przyjścia z podzięką i składają Tobie гэтую живую и świętую ofiarę. Względną się na dar Twojego Kościoła i przyjmij Jego jak ofiarę, jaką Ty pożądał być miłosierny. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Нехай Он сам учинит нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отримать спадщину с избранниками Твоими, найдешь с Наисвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом и Евранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословенным księdzом Брониславом Маркевичем и всеми святыми, якие вraz заступництва яких мы сподіваємося на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым умацователь веры и любови Костел Твой, який пильгримує на землі, со слугой Твоим, Папом нашим Львом, біскупом нашим Юзефом, с усіми біскупами, усім духовенством и всем народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой сети, якая по Твоей воле стоит перед Тобою, о добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померных братов и сестер, и всех, кто в ласке Твоей обошел с этого свету, милостиво прими в благодарство Твое, где и мы сподеемся быть, а разом с ими за все радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, раз як Бога одорваешь свет усялякими добротами. Раз Христа с Христові у Христі, Тобі Божа велича всемогутний, у єдності Духа Святого, уся ваша навік хвала, разом все веки вічні. Amen. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу,
ale zbaw nas od złego. Prosím Ciebie, Panie, zbav nás a všeho zlого, дай ласкава супокою в дні наші, да поможе нам милосердості Твоєї, як ми були завсёды вольні від греху, і захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийща Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Христова Твоего, и будь ласкавый згодно за Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Над нами, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний я на вечерю Яковлю. Аминь. Я не вартый, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Небесный, и нами житие, в надею и радость дает, покорности до нас показать нам поживать, донеся благодать. Наш Пан добрый пастырь, притула слабый, дает красиво у сердце своим, любовью святую, заботить наш Бог. Иисус растворяет, надеемся Бог. Наш Пан милосердный, Он любит свою. Раненье вошли в долину покой, хотя человек добро наследят. У сердца нет душа. Наш Пан благословенный, до нас юрите, на сердцу покой, утешает в беде, после
Тебе учинить смогу, как показать любовь мою, волю Твою завжди приймать і серця чистим заховать. Єсу, не покидай меня, моя душа тобой живет, участь терпения поможи, выкрывать у Твоей любви. Єсу, в сердце Ты моим, радость волнения мне открыв, ставляя нехреницей вас, будь прославленный Боже наш, что я Тебе учинить смогу, как показать любовь мою, волю Твою завжди приймать і серця чистим заховать. Єсу, не покидай меня, моя душа Тобой живет, участь терпения поможи, выкрывать у Твоей любви. Участь терпения поможи, выкрывать у Твоей любви. Молимся. Пanie nasz Boże, Ty umocował nas najświętniejszym ciałem i krwią Twojego Syna. Prosим Тебя, века похвалы, якую мы часто Тебе складаем, была для нас задатком вечного спавления, раз Христа Пана нашего. Аминь. Объявим. 24 червня у середу урочистість народження святого Яна Хрестителя не обов'язковая. 29 червня по 3 липня отбудется пилигримка Минск-Будслав. Больше подробная информация находится на доске объявов. Головные урочистости в Будславе отбудутся в пятницу, с пятницы на субботу, 3-4 липня. Wraz usioleta świętej imszy dziecięcej 12 godziny nie ma. Wraz u wieszczery, после świętych imszy wieczorowych, a u niedzielę после świętej imszy w 10:30 odprawiaється nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa. Z 27 po 30 lipnia 2026 года у Ивенце пройдет архидиецезиальная парафиада. Спортовые возрастные группы А 11-12 годов, Б 13-14, С 15-16. Больше подробная информация находится на доске объявов. Между иными там отбудутся театральные конкурсы, постановы, песни, малюнки, библейный конкурс, спортивное споборництво, бег, эстафета, настольный теннис, мини-футбол. Кто бы жадал с детей поехать, тогда можно провести закрытие и записаться до 10 липня. Кожний день у нашей каплиці триває адорація Пана Єсуса у Найсвятейшем Сакраменті. Сьогоднішня неділя ілюстраційна, тому дякую вам за всі складені ахвяри за будову. Дякую за ахвярування на будову, за супольну індивідуальну молитву, співоправну літургічну прибирання каплиці і тим, хто дежурив. Помолимося за тих, хто на гэтым тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає на народження дітей, за добродіїв, передавців нашої парафії. Так само новый добродетель Домиства Санктуария Божьей Милосердности за нас, кожного доручаем обеты Мати Божией, Твоей обороне отдаемся.
Святая Богородица, у наших потребах не погоршай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что вы есть, что приходите. Солнце заглянуло в наши стороны. Опаляйтесь и загорайте, так само загорел правильно. Лежачи на пляже, машина записалась в тишину. Это только спалило. Там, где мазута была, то белая, потом от нас, там, где не было мазуты, черная. Ну, так вырублял все загарчики, кстати, уже колхоз называют. А вы можете такие нормально себе прикрепить. Дякую, великий, нехай добрий і милосердний Бог вас благословить. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог усемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Аминь. Ідіть в супокої Христа. Дякуємо Богу. Святий Архангеле Михайле, Миражи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і вас от злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на скупу душ снують по світі. Аминь. Співаємо всі, дякуєм Тобі, о Пані, Бою щастя і в душе. Ти завсёди разом з нами, Богу заспівай.